Што чакае забастоўку? Нынешний народный ультиматум и та забастовка, которая сейчас началась, это очень интересное явление. Ну, во-первых, этот ультиматум, это, наверное, может быть, первая серьезная попытка тех, кто пытается руководить нашими уникальными протестами без лидера. Это уникальная попытка их впервые встать, очень четко встать впереди протестов, не идти за улицей, не идти за инициативой, а взять на себя инициативу. То есть это важно. Вопрос очень такой сложный про реальные возможности, реальные цели. Здесь очень трудно быть однозначным. Я обратил внимание, вот когда речь шла о забастовке, обратил внимание на то, что сказал Александр Бухвостов, на то, что сказал Александр Ярошук, кстати, член Коалиционного совета. Вот они, те, которые лет 20 в этом бизнесе забастовочном, независимые профсоюзы, они не чувствовали эту забастовку, они ее не видели. Поэтому что хорошо и какая здесь логика? То есть есть логика тех, кто пытается руководить протестами. Очень должен быть импульс как-то встряхнуть людей. Встряхнуть удалось. То есть удалось показать власти, что может быть не так, как 9-12 августа, но уж точно так, как в конце августа, как в начале сентября, много людей способны выйти. То есть те, кто выходит на протесты, действительно, это очень трудный подвиг. С одной стороны, прошли. Сначала была эйфория. Нас 200 тысяч, но мы ни одной бумажки не бронили. Но если цель была бумажка, тогда да. Сейчас труднее, и люди ходят и вроде как не видят куда. Но на самом деле это очень важно, потому что это очень важно, и я их поддерживаю, это очень важное средство давления на власть. То есть с протестами понятно. С забастовкой сложнее. Наверное, с общенациональной забастовкой, которая объявлена, это, наверное, тоже способ встряхнуть забастовочное движение. Но всем было очевидно, что к общенациональной забастовке страна не готова. Другое дело, не могут оппонировать, а что делать? Ну, наверное, да, так делать, встряхивать, но не только встряхивать. То есть, да, это хорошо, что показано вот это, что на заводах есть проблемы. Другое дело, здесь есть человеческое измерение. Если точно видно, это было видно, что все-таки выйдет меньшинство, это значит, что это меньшинство будет выброшено за ворота заводов. И значит, последующие попытки забастовок, если только народ не доведет власть, она-то способна для дикой ярости, то люди будут смотреть, а что стало с теми, кто вышел и кого вышвырнули. Их смогли поддержать. Вот если их смогли поддержать, это очень трудно. Если этих людей становится больше, это громадные деньги. Поэтому важно. То есть здесь реальную задачу я видел в том, я понял так, чтобы еще раз вот оживить то 500 000, я не знаю, некоторые говорят 1 000 000 тех активных революционеров, которые выходили на улицы и делают очень большое дело. Но перспективы, и это все понимают. Я очень хотел бы, чтобы все скоро закончилось, потому что я сделал свой выбор, и я не вижу себя при этой власти. Это мое искреннее желание. Не вижу своего будущего. Но пока видно, что идет игра в долгую. А игра в долгую – это значит не только мобилизовывать вот этих революционные 500-700 тысяч, которые вот есть, это много, а это работать с теми, кто против. Вот это молчаливое протестное большинство, я уверен, что его много. Это значит поощрять этих людей выходить из провластных организаций, профсоюзов, комсомола, иначе власть просто не сможет опираться. А так вот выйдет власть, скажет, так, 4 миллиона членов Федерации профсоюзов Беларуси поддержали. И пока там будет числиться 4 миллионов, этим будут апеллировать. Вот вас там сколько? Пусть 500 000, а здесь 4 миллиона. Поэтому, да, мы обязательно победим. Если надо сказать что-то хорошее, я в это верю. Но это долго, и те, кто герои это делают, конечно, нужно организовывать забастовочное движение, конечно, нужно выходить на улицы. Про власть. Трудно делать замеры, но точно видно, что власть этим
все-таки выматывается. Все-таки я не могу вот говорить так уверенностью, как говорят, нет, вот у меня данные, там в МВД были беспорядки, там нет у меня данных. Но видно, что это выматывает власть. Видно, что это усложняет отношения с той же Россией. И самое главное, что я могу сказать, это давление, оно может возыметь успех на власть только как комплекс различных действий. Потому что я говорю, что нет одного рецепта того, как принудить власть слушать людей. Все, что делается, это способ принуждения слушать людей. И демонстрации, и забастовки, и какие-то легальные организации, к которым я призываю. Такого рецепта нет. Вот весь этот комплекс он может привести. И привести может, я думаю, в том числе и к каким-то изменениям внутри самой власти, которыми власть попытается как бы закрыть вопрос. Потому что сейчас ситуация очень уникальная, и власть это понимает. И Александр Григорьевич это понимает. Что если раньше все силовики, все чиновники от него зависели, сейчас он зависит от них. Ці починає сипатися державна система? Я хотел бы сравнить вот нынешнюю систему власти с большим айсбергом, который где-то откололся у себя в Антарктике, Арктике и медленно плывет к экватору. То есть он тает, он обгрызается. Но я бы не сказал, что сейчас идет обвал. То есть какого-то нет психологического порога по очень разным причинам. Ну, во-первых, нет альтернативы. Чиновники должны видеть альтернативу. И они ее не видят благодаря стараниям Александра Григорьевича. То есть альтернатива – это лидер, не символ, а лидер, который знает, куда он поведет. Ни одному из потенциальных лидеров не дали возможность в ходе предвыборной гонки до конца сказать «я вас поведу туда». То есть формально полную программу ни один кандидат в президенты не озвучил. Поэтому есть вот это ощущение непонятности, потому что, да, символ – это очень хорошо, но символ – это для молодежи, для разважливых чиновников нужна программа, да. Есть ощущение страха идти в никуда. То есть вот нет этого. Очень разные причины. Для среднего мелкого чиновника он видит, что ему некуда идти, и он не видит такого вот единения. Понятно, что если бы взял бы весь МИД и ушел бы, вот это да. Весь завод, если бы взял бы, весь завод не уволят. Но вот эта вот критическая точка, она не пройдет. То есть предстоит... Я не знаю, может быть, нервы у власти намного хуже, чем мы думаем. Может, еще 2-3 недели этих забастовок и протестов, и что-то будет. Но пока я вижу, что нужна работа, которую я не видел бы, кто делал. Нужна работа вот с молчаливым протестным большинством, нужна работа с неопределившимся. Потому что наша зарубежная позиция, но она делает то, что должна делать. Да? Вот она... во главе революции, она пытается эту революционную активность нарастить лозунгами, призывами «вливайтесь, вливайтесь». Но если бы все так просто было, вливайтесь. Поэтому есть вот еще вот эта масса, которой надо попытаться дать пути вот, иной реакции. Вот выход из профсоюзов, хотя говорят, что на предприятии это уже страшно, выйдешь, тебе потом контракт не продлят. Каких-то иных действий, каких-то легальных организаций. Потому что власть еще раз, принуждение к диалогу, к тому, чтобы народ слышал, это может быть только единовременное воздействие на всех направлениях. И стачки, демонстрации – это одни из нескольких направлений давления на власть. Ці далёка гатовая зайсці ўлада ў жорсткасці? Проблема в том, что, как я вижу, как я понимаю, власть избрала одно направление действий, которое вписывается в логику первого лица, надо быть сильным, ни шагу назад. То есть она как бы загнала себя в тупик, то есть у ее единственный маневр 3 удара дубинкой, 1 удар дубинкой, 3 удара дубинкой, пока не бьем.
будем бить потом. То есть, на самом деле, это очень тупиковый путь. И если говорить о тех заявлениях, которые были сделаны и представителями КГБ, и представителями МВД, то здесь можно увидеть такое скрытое подталкивание или скрытая подготовка обществу к каким-то провокациям. Потому что если бы вот эти демонстранты, если бы туда удалось внедрить провокаторов, и если бы были какие-то фатальные вещи с жертвами, с погромами, то здесь власть бы оказалась на своем поле. Вот, бандиты, тут уже никаких сантиментов. То есть, поэтому в этом как бы мудрость, пусть она кажется иногда безнадегой, мудрость мирных протестов. То есть, когда их много, они все-таки на правовом поле. Да, несанкционированная демонстрация, но всех 100 тысяч же не арестуешь, поэтому выщипывают организацию. А как только речь идет с силовыми действиями, вот здесь все вступает совершенно другие законы, здесь власть на своем поле, и здесь вот эту жесткость, а это единственное средство, которое она видит, ее можно будет применять неограниченно. І яна гатовая гэта рабіць? Я вижу, что готова, но с одним нюансом. Я не знаю, я могу только догадываться, что творится внутри казарм. Сколько из тех, кто туда выходит, сколько там настоящих биороботов, которые готовы за 10-кратную зарплату махать дубинками, которые уверены, что бабушка, студент – это агенты Запада, агенты влияния, которые идут делать оранжевую революцию, чтобы уничтожить любимую Беларусь. У захаванні ці ў сыходзе Лукашэнкі зацікаўленая Расія? Если говорить о России, то, конечно, надо поставить точки над «и», что все решать все-таки будет белорусский народ. Но если мы говорим о внешних игроках, то, конечно, влиять может только тот, чье слово, чьи действия значимы для действующей власти. Для действующей власти значима Россия. Понятно, что Россия сюда много вложила, геополитические разные расчеты, действительно многоуровневый комплекс различных связей. Конечно, она не хочет это потерять. Конечно, она хочет, чтобы, если не Лукашенко, что был бы кто-то, кто мог бы с большего это сохранить. Она, может быть, его уже видит, а мы не видим. Может, это в окружении Лукашенко. Но здесь вопрос в другом, что если есть реальность, и вот этот комплекс экономический, торгово-экономические связи и прочее, он таков, что любая демократическая власть, если она не захочет быть свергнутой собственным народом через полгода после избрания, она вынуждена будет проводить политику особых отношений с Россией. Другое дело, что у Бабарики, Цепкалы, Тихановской, Тихановского эти особые отношения будут другие, они будут честными, потому что не будет скрытого приза в виде шапки Мономаха. Но это то есть, чтобы работали заводы. То есть это все равно должны быть особые отношения. Это реальность. Это не означает, что кто-то будет пророссийский. Но поскольку то, что делает белорусский народ, это борьба за элементарные гражданские и политические права, это то, к чему чувствительны наши западные партнеры, то это означает, что в любом случае мы будем видеть более активные отношения с Западом. Мы вынуждены будем все-таки стараться дружить, да, АДКБ, ЕАЭС или Евразес, как его называют, это то, что есть. И это должно быть, а дальше народ уже пускай решит, будет. То есть это нельзя ломать, потому что иначе будет просто катастрофа. Но реально мы действительно должны будем, сохраняя какие-то особые отношения с Россией, выстраивать очень хорошие отношения с Евросоюзом, по возможности с США. Это наша судьба, и это данность, что будет продолжаться вот эта игра по влиянию на Беларусь между теми, кто к востоку от нас, и между теми, кто к западу от нас. Але Россия зацікавлена зараз, на ваш погляд, у захаванні Лукашенки и его режиму, ці ў змене его? Я думаю, она заинтересована, в любом случае, она заинтересована в том, чтобы иметь пользующегося доверием народа, вменяемого, предсказуемого, договороспособного лидера. Поэтому я думаю, что Россия на самом деле сейчас заинтересована в том, чтобы был какой-то элегантный сценарий, когда Лукашенко ушел и оставив
ну, пока она, видимо, видит кого-то из его команды, оставив кого-то, кто знаком, кто понятен, и оставив так, чтобы народ это проглотил. Потому что ведь не Лукашенко, Путин в Сочи говорил на камеру о конституционной реформе. Это очень важно. То есть вот идет встреча, первое выступление участников, они рассчитаны на СМИ. Путин быка за рога, вот если взять стенограмму, он начал, да, вот как хорошо, какой вы молодец, нужна реформа. А ведь Александр Григорьевич ничего про это не сказал. То есть Россия действительно пытается как-то побудить, чтобы был какой-то диалог, были какие-то реформы. И, конечно, она не хочет ассоциироваться с этими, с биороботами, с дубинками. Это уже другая сказка. Вот целый ряд таких шагов, что дало мне возможность сказать, что Россия начинает дистанцироваться. Да? Типа, да, власть сама должна думать. Да, наверное, есть те, кто превысил полномочия с дубинками, с силовым акциям, да, они должны быть наказаны. То есть вот весь этот привычный союзный поток поддержки, любви, братства, вот эти вот шпильки, они и Путиным, и Песковым, и даже Лавровым вставляются. Поэтому Россия, конечно, не хочет ассоциироваться с разгонами демонстраций. Ці може Захад паўплываць на ситуацию у Беларуси? Что касается чисто влияния Запада, то это вопрос. Влиять может тот, чье мнение важно. Для Александра Григорьевича Лукашенко мнение того, кого мы называем коллективным Западом, не важно. Поэтому влияние Запада на самом деле оно очень минимальное. Я как раз был помощник президента, когда у нас были не только мухи и котлеты на Востоке, а когда были очень трудные времена с Западом. Ну, какой толк от московского механизма ОБСЕ, про который с восхищением говорили все наши лидеры оппозиции, если он может работать только при том условии, если Александр Григорьевич Лукашенко разрешит этим людям приехать? Конечно, какой-то баланс может искаться, но реально, я думаю, нет. А вот какие-то геополитические договоренности Москвы с Западом, ну, не знаю, вопрос интересный. Я думаю, что при всем стремлении распространить сферу влияния демократии и в Вашингтоне, и в Брюсселе, они понимают, что они, наверное, для себя все-таки Беларусь больше считают вотчиной России. Дай бог с Украиной-то разобраться. И не говоря уже про другие проблемы. То там у Кипра с Турцией что-то не то, то коронавирус, то какие-то внутренние вещи. То есть реально влияние Запада, я и говорил это и словацкому премьер-министру, да, вот моральная поддержка, политическая поддержка. Да, они вольны какие-то точные политические санкции вводить. Экономических санкций я противник. Я всегда говорил, что есть пример Ирака, когда один западный дипломат с ужасом описывал свою встречу с шефом протокола иракского МИДа. А шеф протокола – это чуть-чуть ниже замминистра. То есть это большой человек, у которого угольком на ноге была замазана дырка в носке. То есть у него у представителя руководства МИДа, грубо говоря, не было возможности купить себе новые носки. Хотя Саддам Хусейн и приближенные, там Тарик Азиз был такой министр иностранных дел, они жили во дворцах, и у них все было хорошо. Поэтому... То есть влияние может быть, но сейчас вот эту игру, когда ты идешь на Запад и говоришь, слушайте, если вы нас не поддержите, Москва нас сожрет. А потом идешь к Москве и говоришь, ну вот гады же пытаются свергнуть, и мы вас защищаем на нашей общей границе. То есть сейчас в условиях такого обострения, вот эта традиционная игра, в которую власть игралась последние лет 10, наверное, она очень мало перспективна. Поэтому... возможности обращаться к Западу, возможности, чтобы слушать его, наверное, очень ограничены.